Таджики должны быть бдительны, а наше правительство и еще больше. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая ситуация напугала страны Центральной Азии. Нам тоже стоит переживать. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого интересного. В Казахстане усилили контроль на границе из-за распространения холеры в других странах. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Глава управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Раза Кажапов отметила, что осложнения по заболеваемости холерой в ряде стран мира снижаются. Это в основном страны Африки, Сирии. И если по Казахстану сказать, то у нас местных случаев холеры не зарегистрировалось последние 10 лет. Холера – это заболевание, которое передается непосредственно от человека к человеку через воду. Но на постоянной основе, независимо от того, что в этом году осложнилась мировая ситуация, проводится контроль качества воды, как питьевой, так и открытых водоемов. В открытых водоемах вода регулярно исследуется на наличие возбудителей, в том числе холеры. На сегодня по результатам исследований угрозы вспышки холеры в Казахстане нет, сказала она. По ее словам, учитывая, что в ряде стран регистрируются случаи холеры, в Казахстане на границе проводится контроль. Проводим осмотр прибывающих граждан. Если заметны первые признаки холеры при инкубации не более 5 дней. Если заболевают, они подлежат изоляции. У лиц, которые обращаются за медицинской помощью, уточняется анамнез. Если люди прибыли из-за рубежа, у них есть схожие заболевания, то проводятся противоэпидемические мероприятия и их изоляция. Но на сегодня ситуация у нас спокойна, сказала Кажапова. Как вы относитесь к такой ситуации, к тому, что действительно поступают новости о том, что в некоторых странах мира распространяется холера? Только ее нам сейчас и не хватало. Вы согласны? После пандемии, войн и всему подобного только эпидемии холеры. И как вы думаете, стоит ли правительству Таджикистана уже предпринимать какие-то меры или еще рано? Как мы видим, Казахстан уже об этом задумался. В Узбекистане проводится анализ воды и тому подобное. У нас до последнего будут с этим тянуть или нет? Или правильно, что они ничего не делают, потому что не надо пугать население и волноваться раньше времени? Хотя о коронавирусе мы думали примерно так же. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? Как вы относитесь к качеству воды в Таджикистане и его доступности населению? Ведь стало известно, что только 60% населения Таджикистана имеет свободный доступ к воде. В 21 веке это очень плохой показатель. Вы согласны? Тем более, что вода не везде является чистой и пригодной для питья. Но некоторым людям ничего не остается, кроме как использовать такую. В общем, все свои мысли. Возможно, у вас есть какие-то новости, и вы что-то знаете о распространении холеры. Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.